Ну и снова здравствуйте. 27 мая. Около где-то без 10:06 уже вечер. Позади рабочий день. Едем на проверку наших продольников. Утренней проверки, к сожалению, не получилось. Потому был дождь. Не просто дождь, а ливень. Лето на севере закончилось. Вчерашний ураганный ветер нагнал тучи. И сегодня с раннего утра поливало то ливнем, то не очень, но льет. Отработал под дождем, промок, конечно, весь. Сейчас все, рабочий день позади. Привез сегодня свою семейку. Сегодня мы все в сборе. Кроме Леночки. Леночка у нас еще студентка учится. Ромка, Генка, Валентина супруга, все дома. Будем заниматься уборкой, приготовлением. Ну, на лето, в общем, приготовим дом, будем жить здесь. Давайте посмотрим наши тюльпаны. Вот такая вот красота у нас. Правда, сегодня они свернулись. Вот такая вот розовенькая красота. Вот здесь вот такая красота. Под дождем попили сегодня влаги. Вот эти уже отцвели. Вот новый сорт тюльпанов. Сиреневенький. Вот здесь что-то не получилось с цветком. Или отцвел уже. Ну, ветром вот эти красненькие что-то очень быстро они отцветают. Цветут и отцветают очень быстро красные. А вот эти радуют глаз пока. Вот этот красивенький тоже вот растет. Красно-желтый. Нормально все. Скоро Марин корень цветет, Марьямоль. Все. Черемуха, я не знаю, какой урожай мы соберем черемухи в этом году. После ураганного вчерашнего ветра, после ливневого дождя, все сыпется, все осыпается. Такая красота, только не успела даже расцвести, все опять побило ветром, дождем. Не знаю, будем надеяться, что что-нибудь да завяжется все-таки. Трава поперла, вообще вон как быстро пошла. Влаги не хватало, тепло есть, влага теперь есть, и теперь попрет она, попрет. Не сегодня-завтра уже надо будет это все выкашивать. Ну и естественно после дождя влаги, которой не хватало мусору, пошла вот лебеда расти на поле. Не было ничего, осот пошел, вот. Огород потихоньку начал зеленеть, но с одной стороны, как говорят, пахать огород надо тогда, когда он уже зеленый, а не тогда, когда на нем нет ничего. Меньше мусора будет летом, так что посмотрим. Пока в планах на этой неделе у нас вспашки, посадки не намечалось, но посмотрим. По крайней мере сейчас это все очень сыро. Все, это коротко о жизни в деревне, о сельском хозяйстве и все такое. Ну а теперь поехали посмотрим наши продольнички. Они опять же сутки целые уже без проверки. Но ничего страшного, если так, как вчера. Вчера мы, считай, ведерочко взяли. Дай бог сегодня взять не меньше. Поехали. Так, вот мы на нашей Печоре, на нашей кормилице реке. Вот веточка, которую мы вчера вечером воткнули. И просто посмотрите, какими темпами падает вода. Это еще на минимум на полметра она упала. А так раз, два, три, четыре, почти 5 метров. Где берег-то найти? Давай вот сюда вот поставим берег. Вот все, так вот. Вот. Это Роман Геннадьевич пришел за рыбкой. Я чуть ниже. Вот так вот, вот так вот. Что-то я, да, вверх задрал. Пришел за рыбкой. Семейка в сборе, значит, тяга пришла, есть кому рыбу почистить. И мы сейчас до рыбалки мы уже попробуем поймать рыбки с барабана. Пойдем посмотрим, как сохранилась рыба в нашем барабане. Сейчас мы это увидим. Полная лодка воды, наверное, от дождя. Надо будет вычерпать. Так, что у нас в этой ловушке? Наверное, нифига. О, пусто. Перекладываем сюда. Здесь почему-то малек не ловится, не растет кокос. Там курьев много, ловится, а здесь не хотят.
Ну тут вот когда вода упадет, потом будет появиться. Помнишь, мы не водили с собой здесь? Так, где наш барабанчик? Ромка-барабанщик, 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 3-4 бум. Ты скажи нам, Ромка, Ромка-барабанщик, ты женишься, бум или не бум? Когда жениться будешь, Ром? Когда придет время. Время придет. Вот наш барабанщик. Барабанчик, вернее. И тут же привязаны наши мальки-гальянщики. Так. Вот как рыбачить надо. Закинул барабан с вечера, утром поднимаешь полный рыбы. Опа. Вот так вот. О! О, сколько рыбы зашло. О, сколько рыбы зашло. Опа. Так. Сейчас посмотрим, сколько рыбки нам влетело. О! Вот это супер ловушка. Вот так вот. Па-бам! О! Как-то вот так. О, видишь, окушок какой. Хороший барабанчик, да? А с общими усилиями мы их будем чистить. Нет, вернее, буду чистить. О! О, налимчик какой. А второй налимчик умер нечаянно. Ладно, сейчас перетарим, посмотрим, сколько общей сложностью получится. Выжила практически вся рыба, все язи. Не выжила только вот эта плотвичка одна, не выжила. И вот этот маленький налимчик тоже издох. Все, вот ведро 20 литров, практически полное. Вон. Я считаю, нормальный улов. На барабан клюет. И как мы видим, в барабане рыба уже начинает нереститься. Выпустила икру. Если тут еще молоко, прямо тут язей будем разводить. Так, это у нас с барабанчиком. Опа. Лови. Осенью тут в этом барабане налимов сохраняли. Ну, чтобы не сдохли, чтобы сохранить по 2-3 дня-то были там. Так, и сейчас. Сейчас сполосну немножко ведерочко. И где там наши малечки? Вот там наши малечки. Хватит. Немножко оставим для рассады.
Вот так вот. И барабан сработал отлично. Залетело ведро язей. И ловушечка, тюрьмушечка сработала отлично. Залетело вот столько живчиков. Так что у нас 16 работают береговые. А теперь поедем проверять снасти, которые на воде. Поехали. А это ведерочко Роман сейчас потащит домой. И пока я проверяю, кое-кто будет чистить рыбу. Что плюс? Один, говорю, плюс, говорю, в Москве в армии был. В чем? Отсутствие комаров. А, комаров-то не было? Нет. Это еще они так, ну, начинают уже проявлять себя, но еще не на 100%. Но с каждым днем все они это жестче и жестче надоедают. Там только в самой казарме подвальные летали. Но когда по первые 2-3 укуса у меня вообще жестко, я думал, что аллергия не началась. Так, иди сюда. Я уж туда не слезу. Как-нибудь берегом, не поскользнись только. Гусиные лапки. Насчет вечернего улова потом. Что ты боишься? Сейчас, подожди. Ну ладно, уговорил. Так, там ведро. Здесь ведро, 2 ведра рыбы у вас есть пока. А вечерний улов, созвонимся, что мама скажет. Скажет, сегодня чистить будем, то принесу. Нет, так в садке до завтра поживут. Закидаю в садок, да он пустой сейчас, что, так же поживут. Ладненько, счастливо оставаться. Поехал я. Так, пока плащ не одеваем, пока дождя нет. И так сегодня целый день уже в плаще. Как-то вот так. Повседневной суете проходит жизнь деревни. Рыбу поймал, рыбу почистил. Но это все сезонное явление. Вот сейчас вот вода упадет, тем более она, как мы видим, падает вот огромными темпами. Каждый день по полметра. Вода упадет и все. И вот такой рыбалки больше уже не будет. Будет другая рыбалка. Рыбалка на спиннинг. Пойдет другая рыба, окунь, язь. Ой, окунь, щука. Ну, язь тоже может быть. Потом хариуса будем ловить. Каждому времени своя рыба. Что-то у меня продольников много стало. Вот мой самый верхний продольник с маленькой бутылочкой. А это уже раз, два, три, 4, 5. Сегодня поставили. Вчера вечером этого не было. Так, давайте оденем, наверное, сразу плащ. Так, начинаем нашу проверку. Сразу все приготовим.
Вода шла на прибыль. Славик поднял продольники. Вода упала. Поставил по новой. Так, что у нас? Пусто. На этот раз пусто все. Никого. Вчера здесь рыба была, сегодня рыбы нет. И мальков нет. Ладно. Посмотрим, что дальше будет. Так, видно? Так, а здесь у нас натяжка есть. Здесь у нас язычок остался. Куда-то, вот сюда. Там еще один. Да тихо ты будешь. Так, первый пошел. Второй. И там еще есть что-то. Блин, да что ты? Твою мать. Буйные какие. Все. Успокоились. В общем, 3 язя. 3 язечка, 3 дружочка. Вот. А то первый был, блин, комом. Я уже думал, везде все пусто. Так нет, не все так плохо. Вон 3 красавца. Минскадан. Вот это мне уже нравится. Так что пока еще есть, значит ловится. А пока ловится, значит его надо ловить. Сегодняшний язь еще, наверное, пойдет на засолку. Последние 2 ведра. Потом все. Потом остальное будем перерабатывать на ребра, на фарш и все такое. Соленого пока хватит на лето. Что-то будем коптить, что-то угостить надо отвезти, когда поеду в Сыктывкар. Найдем. Была бы рыба, куда ее деть, мы найдем. Ого. Вот это коряга. Корега. Хорошо, что груз хороший, так бы могло и утащить. Ой, сколько продольников уносило корягами всякими. Не сосчитать. Особенно при подъеме воды. Так, здесь что-то есть, язычек. Язычек. Опа, а там еще, ух ты, какой ты здоровый там. Бля, килограммовик не меньше. Не хочет идти даже, я не понял, что за херня.
Тихо, 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 будь. Вот это яйца. Бляха. Опять крючок. Ух ты, бля. Уйдет. Бля, как так-то? Крючок запутал. Собака серая. Это 100%. Так, ладно. Давай попробуем еще одного. Вот так вот. Вот это кабан, я понимаю. Вот это кабан. Смотрите. О! Вот это ясь так ясь. Всем язям ясь. Все запутали, конечно. Но ничего страшного. Главное, заметили, да какой он хитрый. Как он ушел от крючка. Крючок зацепился об сачок. И я его не смог завести даже в подсак. Вот он. Вот он. Вот это язена. Это близко к килограмму уже. Здоровяк он. О, сразу чувствуется вес. Я даже продольник тащить не могу. А этот заглот из-за этого остался. Ну вот. Сразу прибавилось. Так, ну что, теперь это все будем разбираться. Как все напутали, но это уже второстепенно. Главное, наша троечка в ведре. И это хорошо. Так. Язычек. Попал на самый первый крючочек. Ух ты, что там творится-то? Раз. Два. Так. Двое на месте. Два язя. И все. Ну и то хорошо. Главное, друг за дружком. Парочка, видать, была. Так, ну-ка сейчас посмотрим. А сейчас не поймешь, сейчас они буквально за пару дней всю икру выпустили. Если дня 2-3 назад еще они были брюхатые, язихи, сейчас все уже пустые, уже отнерестились. Так, ну вот, потихонечку улов растет. Если бы проверили утром, рыбы, конечно, было больше. Но что есть, то есть. Утром было, ну, очень дождливо. Так, тут что-то непонятное. Тут что-то непонятное. Дергается поплавок. Ах ты, не достаю. Скорее всего, и здесь запутали опять основную веревку. Ну да. И где-то здесь он рядом, вот он, дергает поплавок. Вот он. Раз. Да успокойся ты, господи, хрен поймаешься. Один есть. Ох, кто-то до сих пор еще уток стреляет. Вот это уже, считаю, немного неправильно. 27 мая. Охота закрыта. Да и так чисто по человеческим законам. Куда стрелять-то? Утка уже на яйцах сидит. Лето на улице.
Так. Ну, что дальше? А дальше зацеп кусты. Ага. Зацепились. Опять кусты. О, отцепились. Ну, ладненько, продольник целый, то хорошо. Одного язя мы все-таки поймали. Опа-на! Опять туман. Ничего не видно. Так. Есть язычек. Один остался. Один остался. Мелкий, правда. Ну, всё. Уже есть. Нормальный. Обычный яйц средненький. Все, пустые. Еще пару дней назад они были брюхатые, все, теперь они пустые. Я, кстати, заметил у язей, если, скажем, окунь, хариус очень долго ходят с икрой, то яйца буквально за пару дней не рестится, получается. То он поднимается полное брюхо икры, и тут же день-два прошло, и они уже пустые все. Даже вот элементарно в садке и то икра пошла. Видать, время подошло. И у них даже в садке. Ну, если икринки оплодотворятся, вполне возможно, что и в барабане язята вылезут. Наверное. Текс. Так. Ух ты. Смотри, куда в сторону увело, в кусты. Что там такое? Да ладно. Хариус. Хариузок. Или что это? Да, это хариус. Так, это что? Язь. Попробуем сюда. Раз. Два. Три. Три язя. Тихо. Три язя и всех без очка подняли. Так. Раз. Два. Так, что там с хариусом? Хариус там все себе порвал. Возьмем на малосолку хариузок. Как мы видим, на малька тоже взял. И третий язь. Ну вот, уже заметно. Янцкадан. Опачки. Опачки. Ах, красавцы. Ах, молодцы. Ах, красота. Так, леска в стороне. Это значит, кто-то там есть. Ого, да. Иди сюда. Какой ты. Так, двое. Два язычка.
раз. Сейчас попробуем. Второй сюда тоже. 2. Все на месте. Все на месте. И здесь парочку взяли. Это что? Все нормально. Я думал, до крючка заглотил. Так, раз. И 2. Скоро уже начнут выпрыгивать. Ой, это хорошо. Печора кормит. Надо еще будет как-то сделать консервов. Для консервов, конечно, яйца крупноватые. Я люблю, когда есть помельче. Такие подвязки на консерву самое то. Не знаю, получится, не получится где-то сеточку бросить в этом году. Посмотрим. Ну, здесь у нас тоже один ездюк остался. Вот он, вот он, вот он, вот. Сейчас мы попробуем его. Раз. Здесь один. Остальные разбежались. Вот такой вот. Опа, все. Ой, буйно. Пора закрывать крышкой. Будут вопросы, что значит эти крестики. Отвечаю сразу. Вот здесь вот дырочка на крышке, чтобы не перепутать. Чтобы это ведро использовать для рыбалки, а не для засолки. О, мужики поехали сетки проверять. Сеточки. Рыбалка на сети как бы более продуктивная, скажем так, но менее интересная. На продольнике как-то рыбалка вживую, чувствуешь сопротивление рыбы, как бы адреналин. А сети что, только закинул и отцепляй, как в магазине. Ну, не то это немножко, не то. Вот этого крупного гальяна нацепим на крупный крючок в надежде на крупную рыбу. Если честно, рыбалка на сети мне не нравится. Но я рыбачу. Тоже бывает, ставлю сети, ловлю, потому что, скажем, такую рыбу, как сиг или щука, на продольнике не поймать. На сети можно. Собака. Чуть-чуть не доехал.
Угу, угу. Язёк второй. Здесь почему-то не туда, а в кусты все несут. Ох, какие буйные здесь они. Так и норовят сорваться. Раз. Так, там третий, походу, еще идет. Два. Так, ладно, сначала с этими разберемся. Потом... Ух ты. Ух ты, как они заглотили. Крепко попал. Блин, так крепко еще никто не заглатывал. Да успокойся ты, господи. Ваша песенка спета, сэр. Какой ты голодный. Аж до желудка, блин. Так, раз. Бахают и бахают. Ненасытные. Два. Ну что там, ушел? Нет, еще здесь. Еще здесь. Три. Учку двух, три язычка. Три. Вот так вот. Молодцы. Молодцы, язцы. Так. Вода падает, и вон выходят кусты. Теперь я понимаю, куда цеплялись мои продольники. Мы рыбачим прямо в кустах. Получается. Так что, как полностью упадет, надо будет пройтись по кустикам, собрать свои оборванные продольники. Так, ну и здесь, как мы видим, тоже зацеп от кусты. Теперь даже вижу, что да, сейчас будет шлеп, обрыв. Шлеп, обрыв будет. Сейчас шлеп, обрыв. Так. Что, пожалуй, спасем немножко крючком. Вот. Нейтраль. Ай, последний крючок придется, наверное, нарвать. О, там еще рыба. Там еще рыба. Вот он язь. Вижу язя. Так. Операция, кооперация.
освободили 2 язя. Вот так вот. 2 язей еще освободили. А хотел было с дури вырвать. Во-первых, бы потерял продольник, оборвал бы, как я обычно делаю. Тяну, и они обрываются. А во-вторых, я бы потерял вот этих 2 язей, один из которых уже окачумба. Только жабры красные, так что ничего страшного. 2 язечка, так что не надо спешить, не надо рвать. Всегда есть, как говорил Сергей Башко, и говорит, 2 путя. Так. Серега появился в комментариях. Очень рад видеть каждый его комментарий. Когда-нибудь он приедет ко мне в гости. Я так думаю, ему будет что рассказать. Жизнь он видел во всех красках. Привет, Серега, если меня смотришь. Огромный тебе привет. И знай, я тебя всегда жду в гости. Так, иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Можно открыть пока, да? Какая красота у нас уже. Пол ведерочка уже есть. Интересно, мы добьем когда-нибудь полное ведро, нет? За одну проверку. Язёчек. Язёчек. Раз. Оп-оп. О, какие худые пошли язи после нереста. До этого брюхатые были, такие толстые. И какие они жадные стали, блин. Аппетит, что ли, прорезался, блин. О, заглатывают как. О, один мешок только остался от язя. Этого делать не надо. Ну все, дальше все как обычно. Опа, 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 опа. Какая попа. Так. Ох, тут все запутано. Так, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Так, что делать, что делать? Там несколько штук их. Один хороший, вот он, раз. Так, за ним следом второй. Два. Блин. Ладно. Там еще есть, но пока с этими разберемся. Вон, лапти. Лапти пошли. Крупняк пошел. До этого язи поменьше были. Сейчас пошли вон какие лапти. Просто здоровенные. Раз.
Опа! С крупными язями дело быстрее продвигается, ведро быстрее наполняется. Так, что там у нас еще? Ага, идешь. На последнем крючке еще есть. Раз, три язя. Вон бревнышко плывет. Хорошо, что ничего не прицепило. Так. 3 яйцечка, 3 дружочка. Бабам, сейчас прямо на меня. Раз. Только вот этого не надо. Цепляться тут, понимаешь ли. Иди плыви своей дорогой, блин. Прицепился. Как банный лист. Вали отсюда. О, плыви дальше. Куда плывешь? Интересно, откуда это бревно? По-любому с какой-то лесной речки, наверное. Так, у нас тем временем третий ясь. Тихо. Вот какая красота у нас. И мне кажется, друзья, максимальный улов. Максимальный. Такого количества язей за одну проверку еще у нас не было. Это при том, что целые сутки продольники были не проверены. Представляю, сколько их было бы, если я проверил утром. Видать, после нереста у них с аппетитом получше стало. Так, дальше все как обычно. Оживляем, отпускаем. Тарам-тарам-та-там-там. Это что такое? Засыпало, что ли? Так, ну что есть? Есть натяжечка, есть. Вижу язя. Вижу второго. Так, один на месте. Один на месте. Второй на месте. Оба два. Оба два. Вот такие вот консервы. На консервы самые лучшие яйца. Вот такого вот размера. Не крупный. Самый топ. Раз. Крупного лучше на фарш пускать. Короче, каждому язю свое применение. Так, и у нас уже вот сколько, вот такая вот красота. Вот такая красота, я вам сказал. Вот такая красота. В тумане подъехал к продольникам, думал, это моя, а веревка уже не моя. Так что, оказывается, мы свою проверку наших продольников уже закончили. Видать, оба брата закинули продольники. Выше моих продольников стоят. И ниже моих продольников, получается, вон тоже стоят продольники. Все, на этом проверка закончилась. Вот такой вот туман-туманище. И вот наш улов почти полная двадцатка, но не полная.
будем стремиться наполнить 20-ку за одну проверку. Ну, ведра 1,5 и железо. И яйц крупнее пошел. И уже отнерестился. Как-то вот так. Встречаемся на завтрашней проверке. Сегодня у меня семейство дома. Уже проще. Уже времени будет больше свободного. Приготовление пищи, чистка рыбы и все такое. Уже как-то можно немножко уйти от этого. Уже есть кому этим заняться. На сегодня все. До новых встреч на канале Коми Рыбак. Всем пока.